Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Источниками для вдохновения являются летописи, археологические данные, изображения на картах, рисунки современников и русские иконы. Сегодняшний рассказ– субъективная реконструкция, которая может отличаться от мнения других исследователей и, конечно, будет динамично развиваться в зависимости от развития методов исследования и поступления новых данных. Перед вами некоторые изобразительные данные о том, как могла выглядеть Казань в булгаро-татарский период. Это, в частности, миниатюры лицевого летописного свода и изображение пылающего татарского города на русской иконе «Благословенно воинство небесного царя». Как видите, данные совершенно условные и схематичные. И что касается иконы, которая хранится в Третьяковской галерее в Москве, то этот образ, возможно, был переписан и изменен в XVII веке. На втором слайде вы видите изображение Казани на средневековых картах. По ним мы знаем, что город мог быть в те периоды как крепостью с высокой башней, так и караван-сараем на торговом пути. Также хочу обратить ваше внимание на миниатюру XVII века, опубликованную Адамом Алиарием. При всем уважении к немецкому путешественнику, который, кстати, посетил Казань дважды, он опубликовал изображение, которое до сих пор вызывает споры. Есть два мнения. Первое– это фантазийный вид Казани XVII века, и второе, что это мог быть более ранний след, и на нем изображена ханская Казань. И эти противоречия, как обычно в научных исследованиях, будут всегда являться предметом споров как профессиональных исследователей, так и краеведов. Но вернемся к теме доклада и рассмотрим предпосылки развития Казанской крепости, или, как ее именуют татарские исследователи, Казан-Кирмене. Казань появляется как булгарская пограничная крепость в конце X века. Основными причинами появления Казани стали укрепление расширяющихся границ Волжской Булгарии, защита от соседствующих княжеств и контроль над ближайшими оседлыми племенами. Активизация торговой деятельности булгар, которые строили торговые фактории на основных водных артериях. Существует также версия о том, что Казань возникла как караван-сарай на торговом пути или как родовой замок одного из булгарских князей. Казанская крепость к началу XI века закрепила западную часть предкамья Волжской Булгарии. Границей между Волжской Булгарией и Черемисами была река Казанка, с западной стороны границы была Волга, за которой приближались владения Черемис и затем русской земли. В XII веке Казань отстраивается в камне, что в целом было не характерно для фортификации булгар. Большинство оборонительных сооружений главных крепостей государства были возведены из деревянных укреплений. Специалистами, которые возводили Казань в конце XII века, могла являться хазарские мастера, мигрировавшие после падения хазарского каганата в булгарские земли, или же булгары, перенявшие опыт от хазар. До сих пор не ясно, были ли оборонительные башни в крепости булгарского периода. Об этом можно говорить по аналогии с русскими крепостями, где большинство башен появились только в конце XIV века. Южные ворота представляли собой объем, состоящий, возможно, из двух пилонов длиной 10 метров, шириной 4 метра. Однако археологически не выявлено наличие второго пилона, и, возможно, ворота имели форму основного пилона и примыкавшей к нему стены с защитой ворот от прямого обстрела. Каменные ворота врезались в толщу вала, и проезд существовал на отметке основания отсыпки вала. В казанских воротах каменное основание покоилось на уровне 40 сантиметров от отсыпки вала. Этот факт дает основание утверждать, что строительство было первоначальным, каменные ворота появились уже позднее, а до каменных ворот существовали деревянные ворота. Золотоордынский период. Золотоордынский период развития Казанской крепости достаточно сложный из-за своей малой информативности. В основном исследователи не рассматривают Золотоордынский период как самостоятельный. Как и в домонгольский период, крепость по-прежнему ограничивается с южной стороны рвом Тазиль. И в это время крепость, возможно, была укреплена дополнительными рядами рвов и валов, препятствующих подкатке осадных машин в соответствии с новейшими требованиями осадной войны. Возможно, именно в золотоордынский период крепости появляются крепостные башни, на которых размещается артиллерия. Появление башен в Казани существенно приукрасили архитектуру крепости, и с архитектурной точки зрения башни тоже обеспечили активную оборону фланкирующим огнем. В крепости золотоордынского времени, возможно, было трое ворот. На Тизицком рву, на месте сегодняшних Танитских ворот, а также дополнительные потайные ворота. Главный въезд в крепость XIV-XV веков располагался на Тизицком рву. Еще одни ворота, вполне возможно сохранившиеся до монгольского периода, находятся в северо-восточном углу крепости. Эти ворота просуществовали и в золотоордынский период, имея художественное значение. Новые ворота на месте сегодняшних Танитских ворот появились, возможно, в XIII веке. Эти ворота были установлены параллельно стене, имея функции захаба.
Таким образом, даже при удачном штурме крепости нападающие оказывались в узком коридоре под обстрелом камней и стрел обороняющихся. Дополнительные потайные ворота также могли располагаться в стене или между двумя привратными башнями. Они могли быть расположены с восточной части крепости. Именно в этот период на воротах, возможно, появляются металлические решетки. Возможно, что в золотоордынское время появляется цитадель Казанской крепости, и она огораживает укрепленной стеной. Скорее всего, цитадель была ограждена чистоколом или столбовой конструкцией. В качестве ближайших аналогий можно привести дворец Касим-хана в Хан-Кермане, который изображен на гравюре XVII века. В середине XV века население бывшей Волжской Булгарии начинает консолидироваться в районе Казани, который становится центром страны с новым экономическим, политическим и культурными связями. В градостроительном понимании Казанское ханство формировалось с моноцентрическим расселением и одним столичным городом с центральной властью. В период Казанского юрта город имел площадь около 100 гектаров и имел трехчастную структуру – Арк, Кермян и Рабат. Во внутреннем городе располагался двор казанского царя. В период 15-го, первой половины 16 века Казанская крепость представляет собой комбинированный тип в стадии перехода ее от дерево-земляной в каменный тип крепости. Поэтому часть сооружений крепости были из дерева, часть из камня. По местоположению это была так называемая мысовая крепость, традиции которой уходили в булгаровские времена, и для своего времени крепость считалась мощным оборонительным сооружением. По контуру оборонительных стен крепость подчинялась существующему ландшафту. Часть знати жила в городской черте, используя крепость в качестве убежища. Кремль использовался также в качестве продовольственного и материального склада. Центром управления города, как и прежде, оставалась северная часть Кремлевского холма. По сравнению с домонгольскими и золотоордынскими временами, крепость Казанского юрта увеличилась в южную сторону и стала площадью около 10-15 гектаров. До сих пор существуют споры относительно южных границ крепости. Ряд исследователей считают, что как таковых южных стен крепости не существовало, и город имел единый периметр стен, включая крепость и посад. Однако эта версия противоречит данной песцовой книге XVI века, где упоминается на южных границах крепости старые городни и остатки рва. По мнению некоторых авторов, посад Казани XVI века был сожжен самими татарами от разграбления и использования его при осаде самой крепости. Восточная крепостная каменная стена шла от Елбугиной башни к воротам Субуэр-Кавказе вдоль холма. У северной башни в стене были устроены Елбугины ворота, которые, перед тем, как традиционно были устроены защитные террасы. Скорее всего, основной функцией этих ворот была аварийная добыча воды с Казанки при длительной осаде. Что касается восточной стены на нижней террасе холма, то это, скорее всего, была бы стена из городней, а внутри этих стен располагались мастерские, которые работали на нужды ханского арка. Во время Казанского ханства стены по северной оконечности были передвинуты ближе к внутренней части холма, в южную сторону. По описанию песцовой книги XVI века, южная татарская стена проходила в 150 метрах от поздней русской стены конца XVI века. При исследованиях северной мечети Кул-Шариф были обнаружены остатки дубовых бревен в культурном слое Казанского ханства, которые можно объяснить как фрагменты стены ханского Кремля. По большинству письменных источников стены башни крепости в период Казанского юрта были из дуба и, возможно, на каменном основании. Есть также мнение, что крепость Казани была каменной. Часть каменных стен крепости, заложенных еще в домонгольский период, просуществовали до XV века, и во время Казанского юрта на их месте были уже хозяйственные постройки. После раскопок каменного основания так называемой Северной ханской башни и прилегающей с запада стены, есть мнение, что крепость первой половины XVI века могла быть каменной. Толщина стен, по разным сведениям, была в среднем около 6-7 метров. Относительно конструкции деревянных стен татарской Казани есть две основные версии. Они были рублены тарасами или городнями. Есть также логичное мнение, что стены были рублены частично из тарасов, частично из городней. Ввиду того, что тарасы обладали более лучшими конструктивными характеристиками, участки стен на ровном основании были выстроены именно из тарасов. Городни давали неравномерную осадку отдельных срубов, что затрудняло движение воинов по боевому ходу. Тарасы же выглядели в виде непрерывной бревенчатой стены, где бревна соединялись между собой с помощью врубок. Расположение каждой башни в периметре крепости были четко стратегически обусловлены, и в каждой осады наиболее уязвимые места укреплялись рациональными инженерными решениями. Расстояние между башнями было различным в зависимости от условий участка обороны.
Со стороны, где было необходимо вести дозор, подавались сигналы, устанавливались наиболее высокие башни. Если проанализировать некоторые из известных крепостей тюрко-татар, можно сказать, что дозорную и сторожевую функцию выполняли иногда высокие скалы, минареты, мечети, жилые дома, крепостные башни и отдельно стоящие вышки. Зачастую в крепости одним из основных зданий в центре города являлась мечеть с высоким минаретом, функция которой, возможно, входила и наблюдение за окружающей местностью. С одной из татарских В одной из татарских легенд говорится, что казанский хан с минарета увидел в подзорную трубу строительство Свияжской крепости, и таким образом татары узнали о надвигающейся угрозе. Этот факт говорит о том, что в качестве дозорной башни правителем был выбран именно минарет одной из мечетей. Сигналы подавались вспомогательными полевыми конным отрядом татар при помощи знамен или других видов сигналов. Надо заметить, что тактика подачи сигналов у татар была развита уже с булгарских времен. Возможно также, что рядом с с крепостями существовали сигнальные башни, которые на примере русских крепостей использовались в качестве сигнальных костров. В воспоминаниях князя Андрея Курбского об осаде Казани 1552 года говорится, что казанцы подали сигнал с высокой башни диверсионному отряду япончи, прятавшемуся в лесу. Возможно также, что в окрестностях Казани на высоких отметках были установлены полевые сигнальные вышки, связанные между собой определенной системой. Сигналы также могли подаваться с различных точек на одну центральную или, как было это в пожарной службе. Возможно, в Казанской крепости Казанского юрта подаче сигналов использовались знамена различных размеров и цветов. В ночное время, возможно, применялись костры, фонари, аналогичные поздним пожарным каланчам, где употреблялись флаги, фонари, шары и также янцы. По материалу строительства башни Казанской крепости 15-16 веков были в основном деревянные, частично каменные и каменные. Каменные деревянные башни, скорее всего, по аналогии с прусскими крепостями, были двух-четырехъярусными, четырехгранными с проездом и деревянные восьмигранные для обеспечения фланкирующего огня. Деревянные и каменные башни крепости, возможно, имели следующую типологию. По форме планы квадратные, восьмигранные, круглые. Также неправильная форма которой диктовала существующая инженерная ситуация. По условному миниатюрному рисунку штурма Казани из царственной книги можно сказать, следующие башни были в основном квадратные, имели 2-3 яруса с шатровой кровлей. Стены также были двухъярусными, с двускатной с кровлей и амбразурами на верхнем боевом ходе. Многоугольные башни часто использовались как ворота или сложных по рельефу участках крепости. Для ведения варового огня на боевом ходе были устроены машипли или обламы, которые обычно выступали от плоскости стены на 15-25 сантиметров. В более ранних этапах развития булгарской фортификации, скорее всего, функции последнего оплота обороны могли играть соборные мечети городов, как, например, Джами в Болгарах или Алабуге. В архитектуре этих мечетей прослеживаются оборонительные каменные стены и башни по периметру оборонителей в караван-сараях. Во время осады Казани 1952 года также упоминается о том, что из крепости стреляли из пушек и их пищали. В источниках есть упоминание о 4 крепостных воротах Казани: Арцкие, Муралеевые, Елбугины и Тюменские. К этому необходимо добавить Большие ворота и Сбойревые. Наименования ворот были связаны с именами исторических лиц, такие как Нурали, воспитатель ханских детей, Аталык, или направление дорог, в которые они стояли. Возможно, что некоторые ворота крепости посади были направлены по направлениям дорог, которые были направлены, например, Арцкие или Ногайские. Квадратные воротные башни выступали из плоскости стены наполовину или на 2/3 своей ширины. Впереди за воротами устанавливались для защиты тарасы. Этот прием был характерен для татар. Его не было в русской фортификации. При обороне Казани тарасы заслоны были обстреляны войсками Ивана IV. Татары были вынуждены из-за постоянно ремонтировать и возводить на их месте новые срубы, засыпать их землей. Под этими защитными срубами зачастую устраивались диверсионные норы, из которых татары устраивали кратковременные вылазки. В местах примыкания крепостных ворот с эскарпированным склоном холма, где была невозможна установка тарасов, возможно, дополнительно ворота были укреплены тылом. Одной из самых известных является ворота Нурали, названные в честь известного карачи Нурали Ширин. Ворота находились в северо-восточной западной части крепости, и к ним вела дорога с пристани. В непосредственной близости с башней крепости находился дворец и мечеть, именовавшийся также Нурали.
По сообщениям Курбского, одна из башен Казанской крепости была взорвана при ликвидации татарского тайника 1952 года. Возможно, это и была башня Нурали. При взрыве башни Нурали в части крепостной стены в воздух полетели бревна, люди, камни и земля. Из этого факта можно предположить, что ворота были деревянные, вероятно, на каменном фундаменте. Можно также утверждать, что башня была целиком деревянная, а камни и земля являлись забутовкой деревянных конструкций башни. Около ворот Нурали существовал подземный тайник для водоснабжения крепости. Внешний проезд к воротам шел с западной стороны, где была организована так называемая в фортификационном терминологии клавикула, проезд, который находился между стеной и экспансированным склоном. Затем перед воротами, вероятно, были установлены тарасы, о которых упоминает казанская история. Этот прием фортификации, известный как титулус, предохранял ворота от орудийного огня. В случае, если противник все же проникал в ворота, выходили во внутреннюю часть крепости, он оказывался в так называемом захабе, узком коридоре между крепостной стеной и крутым холмом. По архитектуре ворот можно сказать следующее. Исходя из того, что ворота находились на обрыве и предохраняли тайник от артиллерийского обстрела, следовательно, первый ярус башни, скорее всего, был каменный, размерами примерно 15 на 15 метров, с коленчатым проездом, как у нынешней Тайминской башни. Остальные два яруса были деревянные. Стены третьего яруса выступали за основную плоскость стены в виде обламов. Возможно, что кровля башни на втором во время военных действий разбиралась, и на верхней площадке устанавливались мортиры, которые стреляли с навесным огнем. На кровле башни, возможно, находился караульный. Тюменские ворота. Тюменские ворота были названы в честь князя Тюменского. По данным песцовых книг, показаний с уездом XVI века, они находились в юго-западной части крепости на месте сегодняшних Преображенских ворот Казанского Кремля. Мы можем описать архитектуру татарской башни, опираясь на мнение предыдущих исследователей. Прямоугольная в плане двухъярусная башня высотой около 13 метров, длиной около 12 метров и шириной около 10 метров. Въезд осуществлялся через прямой сквозной проем, защищенный от прямого штурма, как и все ворота, деревянными тарасами. При въезде в крепость, возможно, была сооружена галерея, аналогичная захабам русских крепостей или ловушки в татарской крепости Чуфут-Кале. На втором ярусе на боковых фасадах были прямоугольные бойницы, обеспечивающие фланкирующий огонь. На четырехскатной шатровой кровле небольшая караульня для одного дозорного. Главные ворота располагались с южной стороны и были разрушены при шторме Казани. Князь Андрей Курбский упоминает, что русские поставили большую крестьянскую осадную башню напротив царских ворот и обстреляли ее при помощи артиллерии. Местоположение ворот предположительно определил Калинин. Судя по всему, башня была деревянная, квадратная или восьмигранная в плане, двухъярусная с шатром и имела прямой проезд. Так как при штурме Казани 1952 года была выстроена осадная башня высотой 6 сажений, то и высота Адской башни примерно была около 12-13 метров. Перед Адскими воротами стояла тарасы-заслоны, которые предохраняли ворот от прямого артиллерийского обстрела. К воротам примыкал деревянные стены с обламами. Башня была крыта тесовой кровлей, шатровой кровлей с караульней. На слайде вы видите образ двухбашенных ворот, которые прослеживаются на миниатюре лицевого летописного свода и на позднем изображении XVII века, выполненном голландским художником Николасом Видзеном. Сбойлевые ворота или Субуя-Капхасе. Ворота Субуя-Капхасе находились в восточной части крепости и были ориентированы на Адское поле и примыкавший с восточной стороны посад. Одной из основных функций ворот был также доступ к прилегающим озерам, в том числе к Банному озеру, вода которого использовалась для питья, а также для хозяйственных целей и благоустройства. Возможно, что образ Субуя-Капхасе запечатлен на панораме Видзена. Можно чисто фантазийно сказать, что ворота были трехъярусными, деревянными, многогранными, с обламами. Кровля была шатровая с караульней и крыта тесом. Елгабуя-Капхасе или Елбукины ворота. Ворота Елгабуя-Капхасе располагались в северо-восточной части крепости и состояли в комплексе из упомянутой Курбским Великой дозорной башни и примыкавшей к ней каменной стены с проемом. Перед воротами традиционно для Казанской крепости были установлены тарасы. Въезд в ворота осуществлялся и контролировался со стороны дозорной башни. Курбский, повествуя о штурме крепости 1952 года, говорит, что сначала они взяли именно башню, а потом спустились к воротам. Остатки ворот Елга-Буе можно увидеть на чертеже Казанском 1690 года. По нашему мнению, ворота Елга-Буе с дозорной башней
ханской Казани были каменными, как и примыкавшая с южной стороны каменная стена. Свое название ворота, вероятно, получили от местонахождения рядом с рекой или рядом с запрудой у мельницы. Ворота также служили путем отступления при бегстве из крепости ханского двора, а также, возможно, служили для аварийной доставки воды из реки Казанки. Вероятнее всего, что местоположение ворот Елга-Буе не там, где находятся сегодняшние Воскресенские ворота русской крепости, а рядом с северной башней на северо-восточном склоне, где существовали так называемые нижайшие ворота. Ворота были построены в крепостную стену и не были устроены в виде башни. Подходы к воротам защищались северной башней. От прямого артиллерийского обстрела их защищали традиционные тарасы, установленные перед воротами. Курбский при описании штурма города несколько раз говорит о Великой башне, которая перед воротами стояла на горе. Есть предположение, что это есть Елбугины ворота. Археологические остатки, которые были обнаружены в 60-х годах археологами. Но в целом выражение Курбского «Великая башня» подразумевает, что это сооружение должно было быть высоким или большим, что может говорить о ее сигнальном или дозорных функциях. По сохранившимся фрагментам можно выдвинуть две версии. Либо башня была полностью каменная, либо частично каменная. Судя по сохранившимся остаткам, башня имела следующие габариты. Размеры по фасадам 9,5 метров, толщина стен 2,8, бойницы 1,17 метров, толщина боковых стен 2,4 метра. Размеры внутреннего пространства башни 4,5-4,8 метров. По мнению археологов, с восточной стороны башни был проем шириной около 2,3 метров. В качестве ближайших аналогий Северной башни можно назвать крепостную архитектуру генуэзских крепостей в Крыму и татарской крепости Джуфт-Кале. А сама архитектура вышеуказанных крымских крепостей складывалась под влиянием античной, сельджукской, южноитальянской и других фортификаций. Исходя из этого, есть возможность предположить, что ворота Елга-Буе строились именно крымцы. Лев Гумилев отмечает, что генуэзские купцы в период Золотой Орды активно торговали с татарами в Поволжье. Эти связи с итальянцами могли сохраниться и в период Казанского юрта, а именно генуэзцы могли участвовать в строительстве Казанской крепости. Или вполне возможно, что каменные элементы крепости строили сами казанцы, обучившиеся у генуэзских мастеров. Эти традиции каменного строительства могла перекочевать к татарам, начиная с периода Лусу-Джичи, и, следовательно, в этот период считалось татарское. И последний – это ханский дворец. До сих пор нет представления о точных границах ханского дворца. Система восточных укреплений, возведенная булгарами еще в XI веке, использовалась как в ханские, так и в русские периоды, вплоть до XVIII века. Ханский двор состоял из двухэтажных административных, культовых, хозяйственных построек и был огорожен каменной стеной из волжского известняка. О том, что стены арки были каменными, можно судить из воспоминаний князя Курбского. Басурманы же объятыл подоша стены грабные, оставив побегоша на Великую гору ко своему дворцу цареву, бо зло крепок, между палат и мечети каменных, облотых великим обточен. После взятия Казани Иваном IV описываемые помещения использовались под хозяйственные нужды. По археологическим данным, стены ханского дворца использовались вплоть до XIX века. Зубчатые стены были сложены из тесаного лицевого известняка на известковом растворе. Арка имел форму неправильного четырехугольника, сторонами ориентированного приблизительно по сторонам света. Главные ворота, возможно, имели форму двухбашенных ворот, аналогичной архитектуре главным воротам дворца Топкапы в Стамбуле. Углы ограды фланкировались башенками, куполом и с маковкой. В центральной части арки возвышалась проездная и дозорная башни, которые находились в районе современной башни в Шевельбеке. Таким образом, можно примерно заключить об образе ханской Казани, как она могла выглядеть в первой половине XVI века.